Доброе утро всем, дорогие друзья. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Ау! Я и бычок вышли заниматься скандинавской ходьбой. Разрабатываем ногу, занимаемся физкультурой. Мы заядлые зожники. Наш лес это вот прямо рядом с моим домом. Вон там вот мой дом, примерно вон там, вот где вот это, вот тут где-то. И вот тут вот лес. Видали? Между прочим, вот тут еще озеро есть. А еще вон там вот озеро есть. В общем, мы очень красиво вместе живем. Пошла я к хирургу Курамшину, да, захожу на прием. Один его прием стоит 4000 в промедицине. Ну ладно, я зашла, еще не заплатила. Оказывается, после приема только платишь. Захожу я, значит, к нему. Он такой, что, зачем пришли? Я такая говорю, ну я хочу, говорю, операцию сделать. Не хочу, я хочу узнать, мне надо делать операцию или нет. Вот мои снимки. Даю я ему, значит, снимки. А он такой мне говорит, ну, если хотите, делайте операцию, не хотите, не делайте. Говорит. Хочу узнать, говорю, мне надо делать операцию или нет. Или я могу прожить со своей грыжей еще там несколько лет. Или наоборот, мне надо прямо сейчас делать операцию, потому что уже некуда, как говорится, лечиться, уже без толку лечиться. И надо делать операцию, что существует опасность, если я не сделаю операцию, могу остаться инвалидом. А он такой говорит, ну инвалидом можно в любой момент стать, говорят. Я говорю, ну тогда надо что ли делать? Ну как хотите, говорит. Я вообще офигела. Я вообще на самом деле взяла и офигела. Как так? Я говорю, я пришла к самому лучшему нейрохирургу Республики Башкортостан, чтобы получить хоть какой-то внятный ответ, узнать про свою грыжу. Надо ли мне сейчас на данный момент делать операцию, или я могу обойтись без операции? А он мне, как хотите. Хотите делайте, хотите нет. Вот так вот, прикиньте. Я, короче, офигела. Я такая взяла свои снимки и говорю, ладно, все, спасибо, мне все понятно. Я неправильно вопрос задала, я не знаю вообще. Я очень много врачей видела, да. И когда к ним на прием заходишь, да, со своей грыжи, они сначала тебя разденут догола. А Курамшин даже не удосужился раздеть меня догола. Да это я шучу. Нет, имеется в виду, они разденут тебя сначала, потрогают, посмотрят. А Курамшин даже не удосужился меня потрогать. Это я тоже шучу. Но потрогают, посмотрят позвоночник, там руки там вдоль туловища, наверх, туда-сюда, приседайте, поднимите ногу, поднимите руку, наклонитесь бок, назад, вперед, короче, вот так вот. Они просят делать вот такие вот вещи, чтобы действительно посмотреть, в каком состоянии мой позвоночник. Не звоните, я зимой дороги не ехать. А вдруг аягым отказал и где-то лежу и встать не могу. Хотя бы звонить халда Мне мешать мне музыка. А если правда нога отказала? Вот это скидри. Это рашапка тяжа меня. Не мечтай. Меня это рашелма, что ли? А? Что, спину почесать? Вот ты меня никогда спину не чешешь, Альбин. Когда ты меня чешешь? А я гель меня чешу. Вот это рашапка тяжа не мечтаю. Сканкова. Скандар опять у нас появились достары. И опять их много. Бір партияны ультырып өткен екінші партияға келіп шықты. Неме тақайын? Мармеладки, фигня это все полная. Мармеладки. Вот зачем обманули? Говорили, мармеладки какие-то помогают. Нифига мармеладки не помогают. Мышки кушают мармеладки и рахаттанып дальше скачут. Вот, Альберт. Көз сейіп алып тұрып, от мармеладок. Жумейка сала даже емірі от мармеладок. Вот, Альберт. Ну, тишина не тығып қарайым. Неме тығып қарайым? Я теге клейлі нені тығалсам. Давай, тық мен де шын ойдағайым, шу тежекке клей тығыр керек деп. Бұдан дәрлі болмай өзі. Мына тешегі зор. Ол айтам да хәдер. Ну, зор шу тешегі.
Короче, прошлый раз кадрлы подписчиктар что сказали делать с мышками, мы и так и делали. Чего только не делали. Уксуста қойдық, банкамна, мяталарда тықтық, бесейдердің шерстарында тықтық, бүтін айтқан ағударғызды алып біттік. Алар, короче, бүтелерді и киригіліп сығалар. И в основном вот ловятся вот на такие хорошо. Крысогон, клевая ловушка, на клею. Это самый лучший и самый эффективный способ. Мы так поймали 8 мышек. Это, Альберт? 8 ты будем, да? А сколько? 6. Ой, бляха-муха. Трубочкой сделай, да. Ой, не фиг трубочку, я обещаю просто. А как мы потом обратно вытащим? А брат-то хрен на него, пешатку ертуп-то вытащил. Я перчатка как бы, ага, без полная вообще. Я печатка, я уже рин. Правильно подал свой номер, который китайский язык. Может, WhatsApp переписываться. Сама переписывайся. Да. Надо нас напрягать. Со своей ручкой. Я знаю, что ты напрягаешь, поэтому... Я только хожу на бабочку. Папкин денег, папкин денег. Кисе, я тайный целый баллон квас, понял? Это класс, и кого видели? Я кола идем. Вот я квас алхан, сразу iki баллон уринал, ладно? Берешь потом. Iki баллон бергал. Потому что хингеш айтахым. Тут ахында бергал, алкайтахында бір успеваем выпивать один бокальчик и все, больше нету. Берешь потом, бараману. Ничего себе, удар, все пусть меня еще не брать. Если пойманок, что, Азалия, скажи, мы по одному бокалу успели выпить. Да, не пил. И все? Я не знаю, кем я хочу стать, но я точно знаю, что я не буду медиком. Почему? Ну ты почему? Я похожа на медика? Да, на хирурга похожа. Операцию мне на грыжу сделать. Я подожду тебя там. Пока отучусь на хирурга, блин. Мам, ты уже... И сдохнешь со своей грыжей. Хотел сказать, что ты уже вылечишься. Не ловит, что ли? Телефон. Привет. Что за стиль бешеный утенок? Стиль бешеный утенок называется. Как его? Сейчас у меня ноги же мерзнут, представляешь? Я раньше смеялась же над бабушкой и дедушкой, что они в валенках ходят, и над родителями. А сейчас сама аяғымдан қан еріме. Прикинь, кислород не поступает. И ноги мерзнут вообще сильно, представляешь, да? А носки начала носить? Дома носки ношу, тапочки теперь. А вне дома не ношу. Прикинь, это если реально из-за того, что ты носки никогда не одевала. Нет, это из-за того, что защемление нерва не поступает сюда кислород. Прикинь, қан ерімей. В носках сплю, шерстяных. Дожили. Новости какие-нибудь привез? Нет. Почему? Ничего Неделя не прошла происходит. вообще-то. А? Ничего не происходит у людей. Угу, просто тебе никто не рассказывает, наверное, после моих сторисов. Evet. Посрано вот сусқамақ. Если это ребенок грудной. Грудной. Я тебе видеомейкера нашел. Ездил, короче, на встречу. Она с тобой работала, но она там молоденькая была. Сейчас уже все поумнело. Кто это? Нафиса зовут. Это, который этот. Который вы один день только смогли поработать. И через один день сбежала. А что она сейчас решила работать-то? Ну, в общем, она сейчас все уже закончила. Повзрослела ты, бір ел ғана даже өтмеген, она уже повзрослела ма. Да. Ты сам знаешь, вот ты сам монтировал, сколько у меня один день со звездой. Ты знаешь, что это адский труд, да? Ты монтировал мои видяшки. Какой труд, ты же знаешь это, да? А вот это то, что рилсмейкеры говорят, я рилсмейкер крутой. Они один рилс, Риналь, делают неделю. И бір рилсты іштейдер, и довольны будут тралар. А у меня-то объем работы в день 100 рилсов. Ой, я на тебя плюну. Но с таким подходом ты никого не найдешь. Да? Да. Ну тогда пускай без денег сидят. Я же хорошие деньги получу. Вот даже когда выкладывала объявление о том, что ищешь видеомейкера, ты выложила его так, что вот, например, чат есть видеомейкер, мне потом рассказали, туда скинули, вот типа ищет Леша видеомейкера. И они этот сторис посмотрели, такие, ну нахер. Почему? Ну ты так зовешь на работу, как будто бы Ругаюсь, да? да, приходите, вас здесь унизят, уничтожат, вы сбежите через месяц. Ты чё, я... Вот это так выглядит. В смысле? Я сказала, трудолюбивые, стрессоустойчивые. И начинаешь обсирать тех, кто с тобой работает. Вот, не выдержали. Вот. Я не написала, не выдержали. Я написала, только не приходите те, которые считают себя, ой, я талантливая, платите мне бешеные деньги, я работать не хочу. Я так написала просто. Ну так не ищут людей на работу. Зато я правду же говорю. Ну
Тарас, это правда. Сидят и монтируют свои видяшки, да? Так, Как на работу хожу на иглоукалывание Дустар. Кто, короче, спрашивал про то, как лечить поясницу. После того, как я выложила сторисы, что у меня грыжа. У меня, кстати, грыжа 1,3, 13 миллиметров. И с такой грыжей уже даже ходить опасно, честно говоря. Мне, как этот сказал один хирург, чихнешь и можешь инвалидом остаться. Я в тот раз думала, что это шутка. Оказывается, это не шутка. Ну вот, короче, многие спрашивали, как лечить. Я не врач, поэтому совет не могу вам дать, как лечить на самом деле. Но могу посоветовать только то, что сама делаю. Вот на сегодняшний день мне очень сильно помогают иголки. Каждый день, короче, по 30-35 штук ставят мне иголки. И вот отличный результат. Уже боль ушла, ходить могу, очень хорошо. И таблетки, которые мне прописали, очень сильный препарат. Что вы решили нас угостить в ресторане Баракат? Был Ренкендар, где мой контейнер? Блин, вот, и опять, аман, юк мой контейнер. Походу, делала его, рахатланып, қатыны тұтыны көрі контейнерді. Наилдің кәлесі, хин кәлесі? Алия. Верни мой, пожалуйста, мой контейнер. Как дела? Контейнер этот. Петр Первый. Петр Первый, да. Петр Первый, это мой холоп. Холоп. Петр Первый и его холоп будут угощать башкирскую домохозяйку едой. Вы что меня пригласили-то? Не просто так же, что-то мне уже страшно, блин. Айтем телефондан айтмейдер, блин. Просто один разговор. Блин. Один серьезный. Бұлар айтқан балалар. Просто увидеться, узнать, как у вас дела. Хәзің бетінде спина ауыртады енді. Әбідің хәлігі де хорашқанда yok. Шуға сейсіп алып, хәзің хәлігі де хорашқылып келгейін еді. А я такая же знаю, что просто так же усашмай. Мен ага, балалар что-то задумали, что-то мне там не то, мне там что-то мутит было екен. Қарағаттылығын әсәйім бішіра тәмлейді. Баракаттан не очень. Бір түрлі какой-то мыльница. Сәйдікі машина тәмлейді. Аяқ тәмсіз екен, жайын тәмді екен, тұтан. Афу етеді. Бірінші тапқа тұшығанда не очень умаған, әдір тәмді. Наш костюм, он классный, суперский. Во-первых, да, он небольшой, он такой оверсайз должен быть, да? То есть Хине вот вообще он- ақтөс келеші, мықты. вот А поэтому ты все қараны взял. киянды, и Да. қап-қара көреді. Да, но вот это мне привезли как брак. Брак? То есть, да, сказать, что я брак. Вот видите? Прикиньте, типа. первый брак костюмдарда, я расстроена, капец. Да. Так вот, я его посмотрел, ни здесь, ни на низе брака никакого нет. И поэтому у меня есть предположение, Блин, а что тишек когда... жоқ ма? Yok, бірінде тишек yok. Вот она как новая вся. Короче, хәзің бракты мына хәзір азамат кейбірі. И қарап сыққан дейсіз. Бір қадала брак жоқ, немештеп вернули білмей бет. Потому что, скорее всего, 100 рублей же обратный возврат в некоторых ПВЗ есть. И чтобы вот не возвращать 100 рублей обратно, просто говорят, ой, нитка торчит, вот это брак ты верда, и сдают, короче. Вот и нем баштары, блин, Так не қарағдали. надо делать, да. Я в шоке. Мына селлерлар, кімдер начинает заниматься этим делом, тоже біліп қойған. И такое может быть. Прикиньте, мына виз қарап сықты, бір қадала брак жоқ бет енді. Но мына вернули только нейнді, чтобы 100 рублей не возвращать. Пожалуйста, не делайте так. Это называется покупательский терроризм. Ладно, нельзя. Покупательский терроризммен заниматься етіп отырмағыдан да ұятсыздар. Қарали, покупательский терроризм бар, оказывается. На фотосессию Алларда, фотосессию делает, обратно возвращает. С пятнами, со всеми делами, с запахом, с потом. Тоже нельзя так делать. Что ли? Ну, динамика это же бар. Офигеть. Чего медовый торт, что ли, взял? Ты хоть рубрики «Один день со звездой» со мной будешь снимать, нет? Нет. Оста. Нелюбимая. Чё ты прям так ужас, Ренат. Как будто, я не знаю, монстр какой-то. Зачем бля. ты Он ж на прямо работе? котоста, нет. В коем случае. Блин, а кто будет снимать мне рубрику «Один день со звездой»? Жал. Салават хороший. Салават, кстати, да. Салават с Уралом можно взять. Двоих Он сам. Салавату как раз деньги сейчас нужны, он эту машину хочет покупать. Да ты чё? Вися петінде надоел жүрген. Үшін. Вися петінде жүріп үшіген. Шығарып машина қараға. Ай, блин. Ағыштарым кин менен, ағыштарым кин менен, шатлық илем, юғалтыл табыштарым. Мы тебе оперный песня, мам. Ағыштарым. А
А Петя, тебе здесь обязательно с вот таким выражением лица? Ну это же... Ну это же грустная песня! Это же грустная песня! Вот это зубчики. И вот так бьем. И как понять, что уже все? Вот смотри, сейчас поймешь, что уже все. Как паштет должен быть. Почти что. Все, вот. Понятно? Ему плохо. Ему неплохо. С двух сторон. Поняла? Ладно. Не надо мне помогать. А что слишком долго сделала, что ли? Нет. Ты вообще прозрачные сделала. Вот нет, ты хара еще менять там была, не Просто башила. там нарезала. Ае, ёпросота. Ну я же первый раз сделала. Офигеть. Капец тонкие. Видишь, вот эти нормальные. Это мои. Это не твои, ты первые два только сделала. Это мои. Видишь? Это не твои, это... Видишь, говорит, это нормально, это мои, потому Нет, что... ты первые два только сделала. Обалдеть. Надеюсь, не пересолим. Ой. Я сама хочу. Ну, духовка уже давно греется. Размазывать надо, вот. Ладно. Сейчас ставим в духовку, а сыром будем посыпать минут через 5, потому что он быстро расплавится. А как ставить? Сейчас будем ставить духовку, а как ставить, блин? Я Паша даже шунла бельмейн, Ну я же никогда не ставила, ты мне никогда не разрешала. Все. Такая интересная, конечно, как я еще должна знать? Раньше вот меня Лесейн не давала готовить, прикинь? А ты мне не даешь готовить. Венера Лесейн не давала готовить. Она говорила, эй, кой, удем ширам, удага ты падр, башрахам, басратахам. Вот именно, а ты мне тоже так не даешь готовить. Готовь, пожалуйста, когда меня дома нету. Ты всегда дома есть каждый день. Когда я должна готовить? С майонезом хлеб вкусно. Ну, нельзя так есть. Это очень вредно. Короче, достар в бандаре нормально. Батас был ищига. Аслама, ты сможешь завести? Тут даже аккумулятора нет. Аккумулятора нет? Ну, Откуда ты знаешь, что аккумулятора нет? он же не горит даже. Он сел, наверное, просто аккумулятор. Что, на сток, что ли? Ну, не знаю. Что теперь делать будем? Как снимать будем? Это не обязательно ехать, можно так делать. Ага, так неправдоподобно же будет, Ренат. Это подобно. Надо, чтобы правдоподобно было. Был машина, на достар ни разу не ездила. Прикиньте, как Эльвина вот подарила мне. И так и стоит моя машина. Мы и не ездили. Как она сейчас? А я откуда знаю? Ты знаешь, думаешь, я знаю. Ты же на шестерке, говоришь, ездил. На двойке. А? На двойке. А как на двойке открывается? Так же и тут, наверное, открывается. Блин. Надо, короче, отремонтировать ее срочно. Чтобы хотя бы я могла ездить на ЕГЭ. Пятерочка магазинга. Прицели-ка. Он не тянется, Ренат. Ключи забери, Зачем? чтоб не насрали внутри. Кому это надо? Зачем они насрут внутри? А? Ну, угонять такую машину точно не будут. Че, у тебя такой опыт, что ли, был? Когда я в Сочи был, в 19 лет, у одного пацана была копейка, короче, гнилая, капец просто. И у него двери не закрывались. Он припарковался и утром пришел, в машине насрали. Завтра, что ли? Кто-то в туалет, видимо, хотел, не смог найти и сошел. Ужас. Давай. Все, тебе большое. Пока. До встречи, после завтра увидимся. Всё. На официальный номер скинь. Да, хорошо. Я Завтра сказать, что встречу, да? Да, завтра. Я созвонюсь с ней. Ладно. Скажусь. Давай не ругай так уж только и ее. быть. Так уж и быть, на официально возьму. Риналя рекомендовал. Ты за нее ответственность берешь, да? Нет. Ага, нет, петрушка, блин. Ответственность не хочет брать. Вот да. Как так? Ты же Я ее с- рекомендовал. Так я себе даже не доверяю, ты что? Я тоже себе не доверяю. Думаешь, что собрался пукать, да? А можно и обосраться спокойно. У меня такое уже было, достар, честное слово. Старость не радость. А у тебя такое было? Детство. Вот у тебя еще все впереди, Ренат. Давай, пока. Давай, пока. Спасибо. Короче, налили молоко, потом кладем вот это сливочное масло на хуганчик. Это будет обалденно вкусное картофельное пюре. Просто бомба, петарда.
И все вот это вместе разминаем. Можно я? Давай. А помнишь, ты как во 2 классе написала сочинение на 8 марта? Что моя мама постоянно ходит с тряпкой? Да. Да, помню. Короче, все писали сочинения на 8 марта про своих мам. И все дети написали, типа, моя мама самая лучшая, самая красивая, у нее красивая прическа, моя мама модно выглядит, у нее красивые платья, она женственная, красиво поет. А Заля написала сочинение. Моя мама ходит всегда с тряпкой. И если где-нибудь увидит грязь, сразу начинает тереть тряпкой. Прикиньте, вот Шулайтов меня охарактеризовала. И когда я это сочинение прочитала, мне сразу так стало грустно, плохо. И такая думаю, блин, прикиньте, ребенок запомнил свою маму только то, что она ходит с тряпкой. И я тогда поняла, думаю, блин, я слишком как там помешана на чистоте. Думаю, надо себя немножко менять. И с тех пор я более-менее стала относиться к чистоте. Чего смеешься? Ты вообще не поменялась с того момента. Ты поменялась, когда блог начала вести. У тебя Ну, времени перестало. так. Вот. А это, между прочим, было, когда я была в 5 классе. Да. Ну вот, я блог начала вести, и я стала грязнулей. Потому что у меня времени не хватает теперь быть слишком чистоплотной. Что за фигня? Откуда вода появилась? Вот даже не было, мы вроде даже не надевали. Неправильный режим, конвектомат не надо было ставить, наверное. Нет, тоже не поняла, откуда столько воды-то, бля. Подсушили мясо. Что за фигня? Капсулу қояу. Ну, бля, мне тушкан уже бердің капсулаға. Ты не напутай рецепт, потом... Бұлар бұл екесі вообще лекарство бергендер, бля. Енді. Қара айтмай енді, біз они поменяли нелерін, бля, мұны ал енді, бля, аптекадан. Не. Скорее всего, міне, мұны габипатин орнына катайны капсулы бергендер сенге. Ну, может, это аналог-то. Ну, алар жетірет ешлері бары-бар. Ты правильно дозировкаларын оқынаң? Или опять инструкцияны оқымай берем? По применению отравителей. А? Нет, не отравит. А? Не отравится тебе. Точно было? Ну, шулай деген, мен Оқының мұңға бетті. Ну, и оқырғаны. Смысле нәмәке оқырға, бия? Ну, я, ну, нельзя жазылған. Неге? Купленге, по одной или я, не, в этом, немеке инструкция. Ну, дұрыс оқының мұ? Вот это немеке оқимын. Айбек! Немеке, айде? Чё? Ну, ултыр, наложим. Ултырмаған не наложим. Вот именно. Садись. Накрывай сам на стол. Вилки бери. Квас наливай. Вот именно. Где квас? Ну, вот именно. Картофельное пюре по новому рецепту. Шап. Вот такая вот фигня, только почему-то астандахал. Папе, смотри, что приготовила. Какая-то фигня. Я люблю кукейки. В любом виде. Жареные, вареные, пареные. Сырые только не люблю. Очень вкусно, обалденно. Просто бомба. А вообще-то я на диете была. Сколько времени? 6. А давай с тобой сегодня в гостевом домике вдвоем будем спать? А? А что так без энтузиазма? Кидёрка. Ну ладно, кидёрка. А? Почему не хочешь, чтобы я приходила? Чем ты там занимаешься? Запрещенные фильмы смотришь? Мы у бабушки самогон сперли, и ей стало плохо. Ну, я, короче, кое-как откинула назад. Бьем ее, вот так бежим. Взяли, угнали это. И в соседнее время на дискотеку пошли.